У многих народов человек изображался в подобии Божие в виде треугольника. Простой треугольник. Две линии, идущие вверх этого знака, означает матур. Этой руны. Матур. То есть как бы продолжение. То есть молодец, храбрец. Вот верхняя составляющая, вот это, да? Вот так, если руну мы То есть делали, он матур. да, матур означает молодец, храбрец. И эта руна изображается двояко. У этой руны еще второе значение. Руна еще есть мул. Она изображалась уже без нижней черточки. Тут отображали духовное и материальное богатство. Мул. Так как без духовного богатства и материального богатства не будет. Если у души человека бедность, он никогда не может быть богатым человеком. Наши предки его понимали и всегда старались копить духовное богатство. Они всегда идут параллельно, и символы руна это полностью отображают. На сегодня, получается, эту руну повернули наоборот, и стала она в виде кириллицы. Получается, сейчас мы только копим богатство, а забыли про духовное богатство, только материальное. Поэтому чуть-чуть культура народа хромает у нас. То есть наши предки, понимая взаимосвязь внутреннего богатства и соответствующую гармонию вот этого внутреннего и внешнего богатства, соответствующим образом уже через руны закладывали в нашу ментальность и воспитание вот соответствующее отношение к жизни, Да. к людям, я так понимаю? Да, и это философию складывали. Также эта руна начальных слогов в письме пишется «ма», «ме» и «му». Ма, ме, «Ме» и «му». му, да? Угу.